Правительство России отправило госкомпаниям директиву по ограничению валютных резервов до уровня 1 октября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные компании, размещенные на портале раскрытия информации. Фактически им приказали продавать накопившуюся валюту на бирже, что поддержит курс рубля и спасет его от дальнейшего падения. Такой способ поддержания курса рубля правительство Дмитрия Медведева использовало в декабре 2014 года. Тогда власти посчитали, что именно нежелание госкомпаний расставаться с иностранной валютой стало одним из факторов девальвации рубля. Им приказали довести уровень чистых валютных активов до состояния на 1 октября 2014 года. А в начале этой недели пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил падение рубля обычной волатильностью. По его мнению, ослабление обязательно сменится укреплением, однако сроки, в которые это случится, предсказать никто не может. Федерация независимых профсоюзов России предложила отменить накопительную часть пенсии. Федерация неоднократно отмечала, что при условии нахождения накопительной части в системе государственного обязательного пенсионного страхования нужно руководствоваться едиными нормами. 23 сентября президент Владимир Путин пообещал рост пенсии в 2021 году на 6,3%. При этом индексация коснется только выплат, которые получают неработающие пенсионеры. Пенсии работающих пенсионеров не повышаются автоматически на величину инфляции с 2016 года. Банк России сообщил, что жители России стали массово жаловаться на образование просрочек по предоставленным и одобренным кредитам сразу после предоставления кредитных каникул из-за пандемии коронавируса. Так, лишь с 10 по 23 сентября регулятор получил 11,5 тысяч обращений граждан, 14% из которых свидетельствуют о том, что кредиты стали просроченными после предоставленных в связи с пандемией коронавируса каникул. Всего к концу августа банки получили свыше 370 тысяч заявлений на предоставление кредитных каникул. К этому времени только системно значимые кредитные организации аннулировали около 15 тысяч запросов на общую сумму 6,8 миллиарда рублей. Эксперты полагают, что в части случаев надувательства клиентов банков было связано с тем, что вместо обещанных кредитных каникул банки навязывали людям собственные программы реструктуризации, заявляя, что это будет выгоднее простой отсрочки. В итоге клиенты могли получить задолженность, которая на момент заключения договора реструктуризации могла быть и не очевидна. Федеральная служба по труду и занятости выделила дополнительное финансирование на выплаты пособий по безработице в третьей декаде сентября. До конца сентября пособие по безработице получат безработные граждане, которые прошли перерегистрацию до 26 сентября 2020 года. В связи с окончанием квартала гражданам, у которых перерегистрация в качестве безработных выпадает на 28-30 сентября текущего года, пособие по безработице выплатят в начале октября 2020 года. Размер максимального пособия в регионе составляет 12 130 рублей, умноженное на районный коэффициент. Также оно варьируется от 16 982 до 24 260 рублей в некоторых районах, где коэффициент составляет 2%. Создание туристского кластера «Лена» и развитие полюса холода в Якутии вошли в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока. Проект кластера «Лена», включающий объекты туристской инфраструктуры Хангаласского района Якутии, подготовлен и направлен на всероссийский конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России. 18 октября будут подведены итоги и определены 10 проектов победителей конкурса. Итогом конкурса станет создание 10 пилотных туристско-рекреационных кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых и прилегающих к ним природных территорий, сообщили в Минпредпринимательстве, торговли и туризма республики. Проект включает Безонарий Усть-Бутама, песчаные дюны Тукуланы, ледник Булус, водопады Курулур, скалы Торукхая. Площадь кластера составляет около 292 тысяч гектаров.